Добрий день. У прямому етері телеканалу ОТР програма «Вогонь» сьогодні. І цю годину з вами я, Айдер Мождабаєв. Але, на щастя, не лише я, а й люди, яких ви дуже добре знаєте, і я певен, що ставитеся до них, як і я, з повагою. Мій перший гість сьогодні – людина, яка долучається до нашого етеру зі Сполучених Штатів Америки. Це відомий публіцист, колишній росіянин, а нині політичний мігрант. Це Андрій П'янтковський. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день, Айдар. Я переходжу на мову країни-агресора, так просто, щоб вам простіше було. Ну, а в остальном, я хотел бы, конечно, все зрители АТР хотят услышать вашу оценку вот на данный момент времени. Это очень ценно, что это прямой эфир. Все события как бы уже состоялись, ну, наверное, потому что вчера было там под конец дня все как угодно, но вот такая пауза зависла зловеще. Как вы ее расцениваете, Андрей Андреевич? Ну, в отличие от многих других предшествующих ситуаций, мы видим довольно определенный сценарий. Он закреплен в законодательных актах парламента российского, в указах президента, в директивах Министерства обороны. Ну, что произошло? Вот всемирно известен гитлеровский Гляйвиц. Они создали таких фейковых польских солдат, которые захватили радиостанцию. Это было для них казус белли для начала Второй мировой войны. Вот Путин создал фейковое государство это как идеальный Гляйвиц. Он создал государство, которое немедленно признал, и оно пригласило его вооруженные силы восстановить его территориальную целостность. Вот это очень важный момент. Ведь даже в Москве целые сутки продолжались такие робкие дискуссии на тему, а что мы, собственно, признали. ДНР в размере ОРДО или ДНР и ЛДР в размере бывших Донецкой и Луганской. Это же принципиальнейший вопрос для действий в ближайшие дни. Так вот, Путин просто продавил своей волей. Он поставил последнюю точку, не вызывающую уже никаких вооружений. Мы признали государство в соответствии с их Конституцией. В Конституции написано, что это их суверенитет распространяет. То есть он дал... И самая последняя была директива Министерства обороны. Мне почему-то мало кто обратил внимание. Уже после заседания решения Совбеда Министерство обороны направляет свои войска для дословно обеспечения целостности государств ДНР и ЛНР. Но Путин не скрывает планы начать военные действия, как только регулярная российская армия займет позиции на линии соприкосновения сторон. Это, наверное, случится в ближайшие дни, если не в ближайшие часы. Вот такая моя оценка сложившейся ситуации. Но интересно тогда узнать от вас, зачем Путин так максимально поднял ставки? Вот просто в сжатые сроки, все в один день. И вот то, о чем вы сказали, как бы не оставляет как бы у мира иллюзий насчет его намерений. Что послужило причиной такого пикового подъема напряжения с его стороны? Ну, во-первых, он никогда не скрывал это намерение. Его желание уничтожить Украину как самостоятельное государство, он заявил его еще в 2014 году в своей знаменитой крымской речи, которую я назвал Судетской. Я думаю, что произошло вот что. Стратегическая цель его никогда не менялась, но в течение 7 лет, так, с февраля 2015 года, по-моему, 13 февраля эти Минские соглашения были заключены. И основным инструментом этого уничтожения были Минские соглашения. Давление на Украину, собственно, легализовать в правовом политическом поле военно-террористический плацдарм ОРДО, раскрыть ему дорогу в клуб Украины и уничтожить украинское государство наименее затратным способом.
Он добивался этого с маниакальным упорством 8 лет. Ну, видимо, он пришел даже до последнего дня. Он же посылал этого ничтожного Макрошку, чтобы тот вытащил какие-то якобы обещания Зеленского представить законопроекты о особом статусе. Он пришел к выводу, совершенно справедливому, с запозданием, потому что ему очень все-таки хотелось использовать этот инструмент, что Украина никогда не будет исполнять Минские соглашения в его интерпретации. Ну, значит, придется переходить к более жестким методам, которые, он понимает, вызовет санкции Запада, эти полезные последствия. Ну вот, величие России требует этих шагов. Он в своем вот рвении, да, и последнее, что я скажу, он опережает даже вот свое окружение. Ну, мы все видели эту сцену. Ну, это достойно великого украинского писателя Гоголя. Просто сцена Совета Безопасности с Нарышкиным, стоящим без штанов. Потом вот это, я уже о ней сказал, целые сутки дискуссии о том, кого мы признаем. Некоторые люди, даже вот эта самая безумная Машка Захарова, она и то пыталась, вот, видимо, со слов своего шефа, навязать интерпретацию, что это потом будет вопрос. Нет, не потом, сказал Путин. Мы сейчас будем восстанавливать территориальную целостность Орду. Да, ну и, конечно, его речь, вот эта часовая, я думаю, будет ваш вопрос, и я не хочу сейчас забегать вперед, она произвела громадное впечатление на Запад. Вот они впервые поняли то, что мы знаем уже давно, что это Гитлер с ядерной бомбой. Да, Андрей Андреевич, это как раз то, о чем я говорил последние там сколько-то, не помню лет, о чем вы говорили столько лет, ну и несколько еще буквально людей, которые называли вещи своими именами, как они есть. Не строили иллюзий там каких-то и так далее. И вот сейчас, наконец, весь мир, как такие детства мои, какие там глазенки счастливые открылись и смотрят, а перед ними Гитлер такой стоит и выдвигает условия невыполнимые. И его речь, вот я не знаю, какова ваша оценка, вот эта его речь, это абсолютно документ нацистский, расистский, фашистский. Это документ, равный тому, как Гитлер отказывал в праве на существование евреям, так Путин отказал в праве на существование Украине, украинцам. Вот как они есть, да? Но вот я хотел бы вас уточнить, но это же чудовищный риск. Мы видели эти бледные лица, бледнолицых этих вот этих, которые на этом спектакле сидели, да? Тряслись, как банные листы. Вот, все, наверное, понимают, что риск чудовищный, потому что, во-первых, Украина не собирается сдаваться, и когда ты сообщаешь 40 миллионам людей, что их не существует, и их страна должна перестать существовать, а тут люди живут, у них семьи, дети, бизнес, у них там, ну все у них здесь, да, мова, вера, армия и так далее, идти на такую страну – это чудовищный риск. А окажется, что ему все равно. Вот как бы, что он такой весь из себя, значит, ну, будь что будет. Вот это блеф или это все уже финишная прямая какая-то? Ну, вы знаете, вот я как раз об этом думал. Собственно, история Германии была бы другой, если бы не было одного человека, Гитлера. То есть Вермарский комплекс, он, конечно, бы существовал, они бы там ворчали о наложенных на них условиях, репарациях и так далее. Но один человек заставил немцев делать то, что они делали. Ну, положительно в том, что Путин, обладая таким же масштабом зла, как Гитлер, у него нет многих его качеств, и в результате у него нет гитлеровского народа. В общем, вы же видели даже на этом заседании, что ближайшие Борманы и Гиммлеры трясутся. Посмотрите, вот сцена эта замечательная. Путин и Нарышкин. Вот Нарышкин по гитлеровской аналогии, он Шелленберг, да? Шеф внешней разведки. Вы можете представить себе такой разговор Гитлера с Шелленбергом? Не, мне, знаете, Андрей Андреевич, я называю это разговор с холодцами. Да. Так это хорошо, что он безумный фанатик, и таких мало.
таких мало. Вот те, которые беснуются на телешоу, они больше притворяются. То есть это фюрер без фашистского народа и даже без такой отвязанной фашистской элиты. Но вместо этого у него есть ядерная бомба. Ну, давайте я перейду уже к близкому мне, зачем я здесь наблюдаю. Это было открытие для всего Запада. Сутки это заняло. В понедельник они еще ничего не поняли. Вы помните, что вечером в понедельник шло какое-то вялое обсуждение в Вашингтоне. Это invasion или incursion. Вот это invasion, это значит, надо реагировать, а incursion это так, мелкие шалости. Это... Ну, видимо, за ночь советники там перевели речь, все поставили идеологические, исторические точки, и, ну вот, выступление Байдена, оно на меня произвело очень большое положительное впечатление. Дело не в том, мы обсудим эти санкции, это символические санкции. Это просто демонстрация. Он и так сказал, это наш первый транш, мы будем двигаться в этом направлении немедленно, сразу же после того, как его войска войдут в соприкосновение, начнут боевые действия. Но главное не это. Половину своего выступления он посвятил речи Путина. И он очень правильно ее характеризовал, что человек отрицает с возмущением, с удивлением. Он же отрицает существование украинского государства. Он же требует восстановить Российскую империю. Наконец он воскликнул даже «Who in the old name does these things give him a...» В переводе «черт», скорее на русском же «черт возьми». Кто же дал этому человеку право устанавливать новые государства на территории? В общем, он привел в нужное эмоциональное, интеллектуальное состояние высшую западную элиту. Это не только Байден. Ближайшие же его ХУИ пришли в ужас. Макрон и Шольц. Макрон первым бросился требовать созыв чрезвычайного совета безопасности. Шольц приостановил сертификацию Северного потока. Наконец, Франция же это основной ХАУ Путина в течение всех 20 лет непоправления. Они первые. Французский министр иностранных дел, он даже опередил Блинкена в отказе от встречи с Лавровым. Ну, естественно, и да. Вчера в Вашингтоне у нас просто фестиваль американо-украинской дружбы. Это речь Байдена, такая пресс-конференция совместная Кулебы и Блинкена. Наконец, прием Кулебы и Байден как бы не по рангу. Максимально демонстрировала американская сторона поддержки Украины. Это вот квантовый скачок произошел вчерашние сутки в отношении Запада Путину и Путину. Андрей Андреевич, Путин, наверное, при всех его недостатках, дураком его сложно назвать. Он человек продуманный, человек, как казалось многим, там, хитрый, корыстный. Путин вор, как мы помним, вор. Вот. А тут выясняется, что не вор, а вор. И что деньги его, оказывается, не так интересуют, как вот эта его сакральная сущность, да. И это была действительно речь, человека, я бы не сказал параноика, но человека, который исполняет миссию какую-то. Естественно, он совершенно правильно. Как это не понимало большинство идиотов? Да посмотрите на «Эхо Москвы» двухдневной давности. Я единственный человек, который говорил о том, что будет большая война. Большинство умнейших людей. Да. Вот повторяли ваши, например, Борис Акунин, человек, которого бесконечно уважаю. Я залпом прочел его 10-томную историю России. Это лучшая история, созданная за века. То есть он в истории России понимает гораздо больше, чем мы с вами. Но он был слеп в отношении Путина именно потому, что он недооценивал его, считал, что это вор. Нет, это человек с миссией. Вот это возможность перекраивать карту мира, уничтожать народы. Это гораздо больший наркотик, чем собирать там сотни миллиардов долларов. Как это не ясно? Ясно, да, он был умным человеком, но это умный человек, одержимый
одержимые страстью. Ну и, конечно, интересно, есть ли какие-то варианты, на ваш взгляд, Андрей Андреевич, все-таки каким-то образом удержать Путина от начала этой большой войны, которая имеет все риски. Во-первых, стать ужасной, кровавой, с многотысячными, десятки тысячными, может, сотни тысячами жертв. Вот. Прогулки тут никакой в Украине не будет. Тут реально русских не ждут совсем. Ну, вернее, наоборот, очень сильно ждут. Да? И вот у меня знакомые все мои до одного, которые резервисты первой очереди, да. Вот, вчера же вечером, когда Владимир Зеленский объявил призыв вот этого первого резерва, да, они все уже собирались, они сейчас уже все в войска едут, да, это достаточно, это большое количество людей, ветеранов, обстрелянных, которые из тиров не вылезали тут, вот, и их просто, мечта отомстить за побратимов там, вот если, значит, кацапы снова лезут, давайте их встретим достойно, тем более есть чем, да. Но, и может быть даже военные русские это понимают, может генералы это понимают, я не знаю. Генералы понимают, кстати. Им воевать. Мы же видели много сигналов. Выступления отставных генералов, но явно они по просьбе тех, которые на службе, действующие, да. Генштаб против войны. Между прочим, да, даже Шойгу вот перечислял очень робко на этом гоголевском совещании, рассказывал, что это будет очень непросто, и перечислял такие боевой потенциал украинской армии. Он делал это, потому что за его спиной сидел молчаливый генерал Герасимов, который говорит это ему 24 часа в сутки. 2 дня осталось для соприкосновения войск, когда это будет уже Оглявец, ведь он стратегически застоялся, он продолжается. Насколько я слежу, все время обстрелы. Пушилин сообщает там бесконечно о каких-то терактах, которые спящие ячейки укров. Вы знаете же, они как... Да, у них как вот руки из задницы растут во всем, да, так вот все их сюжеты, там даже наивному человеку сложно в это поверить, но это просто бред. Украинская армия не стреляет по украинским городам вообще. Они взрывают телецентры, они взрывают какие-то там здания, они что-то там, какие-то БТР взрывают, свои, наверное, старые утилизируют, там, как будто какая-то группа диверсионная из 2 БТРов прорывается в Ростов. Но это просто на голову не налазит, и, как сказал вчера Байден правильно, что никто ничему не поверит. Вина будет целиком и полностью на Путине. Вот, и тем не менее, да? Остановить эти максимум 2 дня осталось. Остановить может только потенциальный граф Клаус фон Штауфенберг. Найдется ли такой в кремлевском бункере или нет? Других я просто не вижу. Мы видели всех вышедших. Нам довелось то, что мы никогда не видели за 70 лет советской жизни. Открытые заседания Политбюро. Точно. Мы все, да. Это протокол. Протокол, все. Там нет ни одного человека, способного восстановить, хотя все они в ужасе. История, конечно, потрясающая. Но и все-таки, есть ли хоть какой-то шанс, все-таки Байден Байден разговаривал, он не хочет с ним встречаться, не хочет встречаться Блинкен с Лавровым, типа не о чем говорить, да? Оставляют ли американцы хоть какой-то шанс, но при этом ничего, на вопросы не отвечал журналистов вообще. Джо Байден ушел, просто так помахав рукой. Вот, что вообще не очень принято. Очень трудно в этой ситуации отвечать на вопросы. Каждое слово очень дорого, понимаете. Но все-таки оставляют ли американцы какие-то шансы на то, что он остановится и на вот этом своем демарше, проглотив 2 этих республики, побряцав оружием, как-то не перейдет совсем уж Рубикон, который ведет к непредсказуемой для него самого и для его страны, для него самого. Что значит проглотив эти республики? Для того, чтобы проглотить эти республики, ему нужно убрать украинскую армию с линии разделения. Это уже большая война, там уже нет никакой разницы, понимаете? Вот он сейчас уже нам нет... снял дискуссии, там пойдут из Белоруссии, там пойдут ли из Крыма. А здесь уже вполне вещь. Вот стоит украинская армия, все время ее обстреливают, пока их так нет, и 2 корпуса российских солдат. Вот максимум через сутки туда подойдет развернутая российская армия. Даже если нет
никакого конфликта политического острова, если две современные армии стоят на расстоянии оружейного выстрела друг друга. Это должно вспыхнуть. А в такой ситуации, когда речь идет о сакральных вещах, спасении русского народа от геноцида, нет. Только ликвидация физическая его русским патриотам. Ну и, наконец, можете ли вы, как человек, действительно понимающий вот эту психологию звериную, сущность, которую многие не понимали, да? Почему я всегда вас с интересом слушал и читал. Можете ли вы представить, как себе рисует Путин эту войну? Вот как в его как вот он такой типа спокойный, да? А это же, не извините, это не с Монако воевать, да? Вот как он видит результат вот этого крестового похода русского мира? Но он сказал об этом результате он сказал впервые открыто 7 февраля на пресс-конференции после встречи с Макроном. Он ответил по Пиантковскому, он процитировал одну из моих ранних статей 2014 года. Статья называется «Путин намерен выиграть Четвертую мировую войну» или там «Готов ли иметь за нарву», целая, кстати. Это я читал, Я там ставил вопрос, если вы, наверное, помните, потому что это центральный вопрос. Я говорил, что Путин идет на большую войну, и я спрашиваю, ну вы же спросите, у меня риторический вопрос, как же он собирается побеждать в этой войне с блоком НАТО, который превосходит его во всем, экономически, технологически, цивилизационно, в конвенциональных вооруженных силах. И я отвечаю на этот вопрос. Он собирается побеждать его, у него есть только одно преимущество – готовность пожертвовать сотнями тысяч или миллионами людей в ядерном конфликте. Он собирается, проигрывая конвенциональную войну, поднять ставки, заявить Западу, или вы немедленно капитулируете, или я завтра наношу 2 ограниченных маленьких ядерных удара. Один, скажем, по скоплению американских сил, другой по одному европейскому городу. В его расчетах Запад испугается, капитулирует. Он идет с явным желанием выиграть эту войну. Он уверен в этой победе. И вот это он сказал, меня просто потрясло. Это для меня полное доказательство его планов. Он начал с моей статьи. Ну, он не сразу, конечно, возможно, он ее не читал. Он начал вот с ключевой фразы моей статьи. Да, и это совершенно неожиданно, он никогда не признает слабости ни в чем своем. Да, мы уступаем НАТО на конвенциональном уровне, но у нас есть ядерное оружие, тем более такие образцы, в которые мы превосходим и так далее, и так далее. Вот вторая часть, концовка этой фразы бредовая. Никаких образцов нового ядерного оружия нет, и там не может быть ничего нового. Это оружие тотального уничтожения. А превосходство вот в политической воле, в готовности поставить Западу такой ультиматум. Вот он явно идет на это. Он ввязывается в большую войну в Украине. Запад как-то там реагирует очень серьезно. Вот. Ну, он начинает что-то с Западом в Прибалтике, там, с маленького инцидента. А потом вот по Пиантковскому Путину. Да, мы уступаем на уровне конвенциональной войны, но у нас есть настоящее ядерное оружие. Вот такой вопрос. Ну и последний вопрос. Вот санкции Запада, они показали, в каком направлении они будут двигаться, да? Вот. Не больше, только показали направление. Они показали кончик. Ну, кстати, северный поток, это серьезно уже, да. Ну, они Ну и что? Вот эти элиты, допустим, перепуганы. А на что эти элиты могут повлиять? Есть ли там эти элиты вообще? Достигнут ли цели какие бы то ни было санкции? Или какие-то все-таки могут достигнуть цели? Они уже, это как бы побочно. Идет тотальная война. Это уже война с государством, с российским, которое совершает агрессию против своих соседей. Это экономическое метод, это один из методов войны. Это то оружие, которым Запад, современное состояние западного общества таково, что оно не может послать своих солдат умирать в Украине. Вот но оно понимает, что Украина сражается сейчас не только за себя, но и за весь свободный мир.
что ее поражение будет означать поражение во всей Европе, ну и уход Соединенных Штатов из мировой истории. Поэтому она будет делать все возможное. Это уже не влияет. Если повлияет на элиты там, или кого-то еще, это хорошо. Не повлияет тоже, не важно. Важно, ну что будет сделано через 2 дня, если все пойдет по законам Совета Федерации, естественно. Ну, санкции будут углубляться в сторону полного лишения доходов от сырьевого экспорта. Ведь недаром Соединенные Штаты сейчас делают громадную работу по возможному снабжению Европы энергоресурсами без России. И второе направление, оно вообще, наверное, идет сейчас так негромко. Полное лишение любых технологий России. Это экономически это уничтожает Россию в течение полугода. Ну, то есть, и Путин же, но он должен это понимать. Ему кто-то должен доложить экономический эффект, если вот эти санкции логически продолжить дальше. И как он будет воевать дальше со всем миром с вот такой экономикой? По Пиантковскому. Понятно. Вообще, конечно, в чудесные времена мы живем, Андрей Андреевич. В принципе, я предполагал, что так будет, но я просто думал, что на каком-то этапе, более раннем, мир как бы озаботится этой персоной. Но нет, нам до конца твердили, что главная угроза – это Китай. Ну и где ваш Китай, товарищи аналитики? Если честно, я думаю, его все-таки на каком-то этапе довольно быстро уберут в России. Но это какая-то такая больше метафизика. Мы же с вами ничего не знаем по этому поводу. Ну, должен существовать какой-то национальный инстинкт выживания у русского народа. Ну, в чем-то он проявлялся уже неожиданно. Ну, мы же обсуждаем, что целый месяц идет глухое недовольство военных. Ну, вы понимаете, это глухое недовольство. А когда они будут брошены в войну, где они будут погибать там тысячами или десятками тысяч, это глухое... Он безумен. Одна из составляющих безумства, то, что он должен это понимать по заявам военных, что он идет на армию, на войну с страной многомиллионным населением, многомиллионной армией, мотивированной на отчаянную борьбу, с абсолютно немотивированной армией, не понимающей, зачем ее туда посылают. Когда начнется война, это может проявиться очень быстро. Но он, вот если честно... Это может проявиться где-то между сегодняшними границами РДО и теми границами РДО, которые он собирается достичь в ближайшие дни. Но просто, знаете, когда окружающие государства арабские, что-то мне подсказывает, по инициативе Советского Союза сообщили израильтянам, что их не будет, вот, шансов выиграть войну у них не осталось после этого никакого. Потому что, на не быть, никто не соглашается. А Путин мотивировал украинцев так. Сейчас тут в лед принимаются все законы, которые годами лежали, и про оружие, и споры уже отпали, и нет никакой же пророссийской оппозиции, ее просто нет, ее нет, и она уничтожена, самоликвидирована, и она им ликвидирована. Вот все эти иллюзии отпали, то есть мы понимаем, что вопрос нашего выживания – это вопрос нашего выживания, все. Вот он мотивировал украинцев так, как, точно не смог бы ни Порошенко, ни Зеленский, ни все вместе взятые бывшие и нынешние украинцы. Да что украинцы, он Запад мотивировал, который готов был вообще прогибаться бесконечно. Угу. И вот последняя соломинка, которая переломила прогибание труба, это была его безумная речь. Спасибо, Андрей Андреевич. Ничего вы, конечно, оптимистичного не сказали, но это, к сожалению, правда. Вот. Но посмотрим, как оно будет. Да? Я считаю, что мир, конечно, не заслуживает такого эстетического конца, как Путин. Вот он просто выглядит как неэстетичный конец. Но это единственное, что я могу сказать в оправдании этого человечества. Спасибо, Нет, что... он будет остановлен, и прежде всего Украиной. Украина является сейчас лидером свободного мира. И это, судя вот по вчерашней атмосфере в Вашингтоне, там это поняли. И хотят соответствовать вашему уровню. Лучше поздно, чем никогда. Это был Андрей Пиантковский из Соединенных Штатов Америки. Спасибо большое, Андрей Андреевич.